Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». В студии в Вашингтоне с вами Юлия Аппел. Сегодня в программе. Международное сообщество осуждает вето, наложенное Россией на резолюцию Совбеза ООН по геноциду в Сребренице. В Львовской области американские инструкторы обучают украинских военных. Фабрика троллей в Санкт-Петербурге изменила юридическое лицо и ищет новых сотрудников. Начинаем с новостей из Праги. Катерина. Спасибо, Юлия. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не прекращается уже более 10 дней. Несмотря на меры, принятые Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, по-прежнему тлеют около 5 гектаров торфа. Пожар на территории Чернобыльской пущи возник 29 июня в результате возгорания сухой травы и камыша. Сообщалось, что угрозы повышения радиационного фона нет. Это уже второй крупный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения за последние месяцы. В апреле огонь удалось потушить за несколько дней. Экологи обеспокоены. Они утверждают, что пожар угрожает жизни людей. В настоящий момент у нас продолжается нарастание площадей пожаров, прежде всего торфяных пожаров по всей Чернобыльской зоне. Речь идет не только об украинских территориях, речь идет и о территории Беларуси, где есть и торфяные, и лесные пожары сейчас, причем тоже в зоне отчуждения и в зоне отселения. На российских территориях пожары возникали, и у нас есть опасения, что они продолжают действовать в Брянской области. А вот для пожарных и лесников, которые там работают, и для местного населения угроза достаточно большая. План по мобилизации любой ценой. Харьковчанам пообещали, что призывников больше не будут доставлять в военкомат насильно. Однако повестки до сих пор вручают мужчинам прямо на улицах. Насколько законна такая уличная мобилизация, узнавала Ирина Кононенко. Повестка «Военкомат» – кошмарный сон для тысячи военнообязанных. Раньше ее приносили домой, а теперь вручают документ посреди улицы. Не повезло и харьковчанину Роману Кайдашу. Парень серьезно болен. Еще вчера собирался на лечение в больницу, а сейчас готовится к службе в армии. И мне позвонили, сказали прийти штамп поставить о том, что не годен, чтобы меня вообще списали, не трогали. Я, собственно говоря, взял этот документ и пришел сюда поставить акт о негодности. А они сказали, все, ты годен, нам все нужны, и у нас приказ всех брать. Юристы такие действия правоохранительных органов называют незаконными. В Уголовном кодексе не написано, что человек, если является призывного возраста, то его можно задерживать. Представители военкомата в один голос с правоведами не согласны. Ведь по закону Украины о военной обязанности и службе молодые люди призывного возраста должны добровольно явиться в военкомат в течение 10 дней со дня вступления указа президента в силу, то есть с 1 апреля. Незнание закона не освобождает от ответственности, правильно? Дальше. Значит, по требованиям руководящих документов формировка команды происходит за двое-трое суток. Если сегодня команда отправляется, то за 2-3 суток призывники должны находиться на сборном пункте. Среди популярных мест получения повестки также магазины или рынки, ночные клубы, кинотеатры и парки. Відповідно цих правових норм, якими не забороняють. Согласно правовым нормам, не запрещается вручение повесток или оповещение о явке в военкомат в любом месте. Кроме того, сегодня это может быть даже устное сообщение. Юрист Андрей Корчевный подтверждает, что представители военкоматов могут вручать военные письма счастья в любом месте. Правда, вручить, а не выписать или озвучить. Повестка должна быть выписана на имя того человека уже предварительно, которому ее нужно вручить. То есть ее должны были выписать в военкомате и отнести либо по адресу места жительства, либо передать ему на работу. Таким образом, если у призывника есть видеодоказательства того, что повестку выписали при нем, и имеются свидетели, документ считается недействительным. Если человека еще раз встречают и спрашивают, как твоя фамилия, имя, отчество, и сразу начинают здесь выписывать, это незаконно. Пока юристы и правоохранительные органы разбираются, призывников сразу же с военкоматов направляют в казармы воинских частей. Многих без вещей и документов. Ирина Кононенко, «Настоящее время», Харьков. Начальник штаба сухопутных войск США генерал Реймонд Одиерно проинспектировал совместные украино-американские тренировки. Тренировки проходят на Яворовском полигоне во Львовской области. Условия, в которых тренируются солдаты, весьма впечатлили генерала. По его словам, совместные учения полезны как для украинских, так и для американских военнослужащих.
На этом полигоне не только американские военнослужащие обучают украинцев, но и украинцы обучают американских солдат. Все они тренируются вместе, живут под одной крышей, питаются и отдыхают вместе. Словом, развивают крепкие отношения между армиями наших стран. Тем временем в Днепропетровске ученики 10-11 классов проходят курс молодого бойца. В военно-патриотическом лагере «Айрон Днепр» подростки занимаются тактической подготовкой на специально подготовленной площадке. В программе дня отработка навыков захвата автомобиля с преступниками и зачистка здания. Тренировки проходят под наблюдением демобилизованных бойцов украинской армии. Украинские аналитики создали интерактивную карту декоммунизации страны. Она включает в себя населенные пункты, которые нужно переименовать согласно закону о запрете пропаганды коммунизма. Как стирают призраки прошлого с улиц украинских городов, в материале моих коллег. Спустя 1,5 месяца после подписания закона харьковские чиновники наконец-то определились со списком объектов, которые необходимо декоммунизировать. В результате переименованию подлежат более 100 улиц, около десятка памятников нужно снести. Кроме того, в городе уберут всю советскую символику с жилых зданий, здания аэропорта, ряда промышленных предприятий, демонтируют все мозаичные панно с советским мотивом. Многие харьковчане идею переименования улиц восприняли на ура. Некоторые, не дожидаясь решения городского совета, самостоятельно переименовали пару улиц. Подчиниться закону пришлось и владельцам стилистического бара «Союз», интерьер которого выполнен в стиле СССР. Но если самовар, лыжи и другие предметы в стиле совок, так сказать, в законе, то вывески пришлось менять. Мы убрали, у нас там был герб, который оказалось, что по закону там запрещенная символика серп-и-молот. Здесь не было какой-то идеи политической, то и зачем нарушать закон? Декоммунизация несет за собой серьезные бюджетные затраты и изменения во многих документах. Как это будет происходить, чиновники пока не понимают. Говоря о бюджетной нагрузке, конечно, мы попытаемся минимизировать ее. Как по-новому будут названы улицы, пока не ясно. Рассматривается несколько вариантов. Один из них – вернуть улицам первоначальное название. Второй – дать им имена погибших воинов АТО. А вот в Западной Украине за процессом декоммунизации остается разве наблюдать. Первые памятники тут снесли еще во времена обкомов Компартии и комитетов КГБ. Первый Ленин упал здесь еще 25 лет назад. Единственный памятник, о судьбе которого сейчас дискутируют львовские политики и чиновники, Валентине Терешковой. В ратуше ждут выводов историков. Были ли в биографии первой женщины-космонавта факты, которые порочат памятник? Так называемый мемориал славы и военное кладбище времен Второй мировой, где похоронены советские солдаты, закон исключает из процесса декоммунизации, как памятники борцам с нацизмом. Правда, бдительные горожане насчитали на фасадах домов, построенных в советское время в центре и неподалеку, несколько пятиконечных звезд. Но архитекторы твердят, сбивать их неправильно. Тем более, что саму по себе пятиконечную звезду закон советской символикой не считает. Есть выводы Института архитектуры, что это часть архитектурной эпохи, от которой не так много осталось. Есть мнение экспертов, чтобы как-то грамотно это оставить, сохранить, как часть памятника. Улицы с именами советских деятелей здесь также переименовали еще в начале 90-х. Сейчас в городе нашли всего одну небольшую улочку – Карбышева, которую и переименуют во исполнение закона. О чем сегодня говорят в Вашингтоне? Юля? Спасибо, Катя. В среду Россия наложила вето на проект резолюции ООН, которая осуждает массовое убийство боснийцев-мусульман в Сребренице в 1995 году и признает его геноцидом. За резолюцию проголосовали 10 членов Совета Безопасности, против 1. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр дала комментарий нашему корреспонденту Маргарет Бешир. Конечно, Россия может делать все, что хочет, являясь постоянным членом Совета Безопасности, но на правду вето не наложить. А факты геноцидов в Сребренице подтверждаются сотнями тысяч, если не миллионами страниц доказательств в виде фотографий, показаниями свидетелей и обнаруженными на сегодняшний день останками более 6 тысяч погибших. Так что никто этому не верит, а боснийцы и родные тех, кто пострадал, должны знать, что все так и было, и что все, что происходит сегодня в России, свидетельствует о том, что она становится все более изолированной от международного сообщества и продемонстрировала, что отрицание геноцида – это враг примирения. Посол США по особым поручениям в сфере военных преступлений Стивен Раб, в свою очередь, отмечает, что хотя в случае преступлений в Сребренице судебные процессы затягиваются, правосудие все же свершится.
Настанет день, когда люди, которые брали под прицел невинных, которые пытались уничтожить целые группы, какими бы мотивами они ни руководствовались, окажутся перед лицом правосудия. И я думаю, что из Сребреницы мир вынес серьезные уроки, которые мы все должны применять на практике каждый день. В Боснию и Герцеговину отправится президентская делегация США, где 11 июля примет участие в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине геноцида в Сребренице. Возглавит делегацию бывший президент США Билл Клинтон. Правозащитная организация «Международная амнистия» отреагировала на так называемый стоп-лист зарубежных НКО, принятый в России. В заявлении Джона Дальхизена, директора по Европе и Центральной Азии, говорится, что этот список – еще один шаг в процессе ограничения свободы самовыражения и собраний в России, и направлен он не только против иностранных организаций, но и против независимого гражданского общества в самой стране. Напомним, в стоп-лист входят несколько американских НКО, в том числе Национальный фонд демократии. Комментарий президента фонда Карла Гершмана нашему корреспонденту Фатиме Тлисовой. Это продолжение процессов, которые происходили в течение последних 10 лет. Ничего здесь нового нет. Атака на НКО, иностранные агенты, попытки навесить ярлыки, изгнание USAID — все это тенденция, а не большой сюрприз. Кремль всегда обращается к национализму, пытается разжечь национализм и ксенофобию как способ поддержания власти, поскольку он действительно не имеет демократической легитимности. Так ведется игра. Мы очень надеемся, что завтра у России будет гораздо лучше, чем сегодня, что россияне смогут иметь подлинно демократическое правительство, которое уважает их права, и они в конечном счете смогут стать частью большого сообщества с крепкими связями с Европой, иметь верховенство закона и избавиться от коррупции и насилия. Это наша большая надежда. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия увеличит свой военный арсенал на 40 межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, вызвало серьезную озабоченность в политических кругах Запада. Руководство НАТО и раньше обвиняло Кремль в брецании ядерным оружием. Теперь же Западу и в первую очередь США придется разрабатывать ответные меры, а это грозит эскалацией международной напряженности, рассказывает Вадим Оленичев. Американцы и их союзники по НАТО не должны бить в набат по поводу намерений России увеличить свои ядерные вооружения. Так считают ведущие аналитики в США и Европе. Да, арсенал российских межконтинентальных баллистических ракет в прошлом году пополнился на 38 единиц. Но, по мнению части экспертов, ничего из ряда вон выходящего в том, что Россия проводит модернизацию вооружений, включая ядерные, нет. Это тот же процесс, который был начат Кремлем еще 4-5 лет назад. Но тогда, в ином международном контексте, это не вызывало на Западе столь серьезного беспокойства. Обеспокоенность вызывает не модернизация сама по себе, а политические игры с ядерным оружием. То желание каким-то образом использовать в политических целях этот арсенал, который существует, модернизируется, требует огромных средств, отнимает массу ресурсов, которые могут быть применены для других программ модернизации, и по существу бесполезен. Найти какой-то политический смысл, найти какие-то ходы, которые позволят включить этот арсенал в арсенал политических средств, я думаю, вот это очень тревожная тенденция. Дело не в количестве ракет, отмечают эксперты. Тем более, что 400 миллиардов долларов, необходимых для такой модернизации, у Кремля, похоже, нет. Проблема скорее в том, что российские власти почти маниакально озабочены вопросом ядерного паритета, а это ставит сложную дилемму перед НАТО и, в частности, Соединенными Штатами. Дело в том, что пока реакцией НАТО на агрессию России в Украине стали операции обычных наземных войск, продвижение их дальше на восток в страны Балтии, более масштабные военные учения и так далее. Однако, судя по всему, такие действия могут быть и катализатором. Они вполне умещаются в российские представления об эскалации вооружений, и поэтому Москва мобилизирует свои ядерные арсеналы. Для чего это нужно Москве, спрашивают эксперты, и пока не находят ответа. Конечно, одним из вариантов может быть готовящаяся новая агрессия России. Например, захват одной из балтийских стран и угрозы встретить ядерным ударом любые попытки НАТО восстановить статус-кво. Но, как соглашаются эксперты, такие действия были бы слишком вопиющими, даже для Путина. На сегодня, говорят они, у президента России хватает ума, чтобы не идти на такой риск, потому что в этом случае возможен и ответный ядерный удар со стороны Америки.
Аналитики в Вашингтоне справедливо отмечают, что в сложившихся условиях очень легко предсказывать наихудший вариант развития событий. И удивительно наблюдать, насколько легко прессу наводнили спекуляции по поводу грядущей ядерной войны. На самом же деле, как известно, обжегшись на молоке, дуют на воду. И не следует забывать, что холодная война окончилась чуть более четверти века назад. Как сказал после выступления Владимира Путина госсекретарь США Джон Керри, никто не хочет, чтобы мы пятились назад, в старые времена. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Линдси Грэм представил свою внешнеполитическую программу в Вашингтонском Атлантическом совете. Сенатор ответил на вопрос нашего корреспондента об отношениях с Россией. Смотрите репортаж Александра Панова. Критики из либерального лагеря называют Линдси Грэма, сенатора из Южной Каролины, самым воинственным кандидатом и даже поджигателем войны. На это друг сенатора Маккейна и его соавтор по многим законопроектам, которому сегодня исполняется 60 лет, отвечает, что он лучше всех остальных кандидатов в президенты разбирается в вопросах внешней политики. С ним не согласна активистка антивоенной организации «Розовый кодекс» Медея Бенджамин. Я в ужасе от вашей программы. Это рецепт к бесконечным войнам. Для этого вам и нужен огромный военный бюджет. У активистки пришлось отнимать микрофон, потому что вместо вопроса она разродилась пламенной речью. Я уважаю ваше право высказывать свою точку зрения, но я думаю, что вы и вам подобные делают наш мир исключительно опасным. Вы — это лучшая надежда радикального ислама. Вы не одурачите меня утверждениями, что мы сами вызвали и 11 сентября, и появление исламского государства. По Грэму самая важная задача президента — быть верховным главнокомандующим. Сенатор убежден, что плохая сделка с Ираном вызовет хаос и гонку вооружений на Ближнем Востоке. Грэм готов отправить в Сирию 10 тысяч американских солдат, чтобы вместе с войсками союзников победить исламистов. Мы победим в войне, мы уничтожим радикальный ислам. Этому нет альтернативы. Я хочу сказать иранцам, вы не получите ядерную бомбу. Если Путин думает и дальше демонстрировать мускулы Европе, пусть об этом забудет. Я скажу китайцам, если вы не позволяете другим странам пользоваться международными водами, вы нарушаете международный порядок. Отвечая на вопрос нашей программы, Линдси Грэм обратился к российским гражданам. Большинству, которые, согласно официальным опросам общественного мнения, поддерживают политику президента Путина. Вот что бы я сказал россиянам. То, что ваш лидер делает в Украине, неправильно, и без поддержки России там невозможно нынешнее разделение. Россияне, на мой взгляд, должны понять, если я стану президентом, мы не позволим президенту Путину делать то, что он делает сейчас, угрожать и далее странам-членам НАТО, где проживает русскоязычное население. Он растоптал соглашение с Украиной. Если наше слово, данное Украине, ничего не значит, можно ли нам вообще верить? Я не вижу пути вперед без оказания давления на Путина. К сожалению, россияне тоже почувствуют последствия. Мой им совет: не позволяйте этого больше, не позволяйте Путину и его приятелям одурачивать вас, обогащаться за ваш счет. Поднимитесь, сопротивляйтесь. Мне легко это говорить. Все, кто поднимается против Путина, безвременно погибают. Но в конце концов, Путин попадет под контроль, россияне поднимутся против него. Так заканчиваются все подобные фильмы. Атлантический совет приглашает всех кандидатов в президенты США выступить по теме «Роль Америки в современном мире». Сенатор-республиканец Линдси Грэм, расходясь с президентом Обамой практически по всем вопросам внешней политики, назвал, тем не менее, тот же список угроз. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. В среду все операции на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены в середине рабочего дня. Как сообщило руководство биржи, это произошло из-за технических неполадок. С нами на прямой связи с биржи наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, здравствуй. Добрый день, Юлия. Ну вот, судя по всему, сегодня все работает в нормальном режиме. Что же случилось вчера? Да, действительно, все сегодня работает, как будто ничего не произошло. Вчера действительно произошел технический сбой, как сообщает руководство биржи, был осуществлен апгрейд компьютерных программ, которые обслуживают все то, что здесь происходит.
и, очевидно, что-то не заладилось. И поэтому в 11:30 утра по местному времени биржа приняла решение приостановить все торги, которые здесь происходят. И нужно отметить, что эта приостановка продолжалась более 3,5 часов. Это довольно значительный срок для биржи. Но учитывая то, что за час до того, как остановились торги на бирже, вышла из строя компьютерная система компании United Airlines, а через некоторое время после этого оказался недоступен для пользователей сайт газеты Wall Street Journal, у многих возникли подозрения, что, возможно, различные институты Соединенных Штатов подвергаются компьютерной хакерской атаке. Однако представители правоохранительных органов США, которые внимательно отслеживали ситуацию, заявили, что это лишь совпадение, что никакой хакерской атаки ни на авиакомпанию United, ни на биржу зафиксировано не было. И это действительно такое заслуживающее сожаления совпадение. Что касается финансовых рынков, нужно отметить, что вчерашнее чрезвычайное происшествие оказало на них минимальное воздействие, потому что акции, которые котируются здесь, на Нью-Йоркской фондовой бирже, продавались на других платформах. Сейчас, благодаря компьютерным технологиям, которые подвели вчера биржу, можно торговать акциями не только здесь. В США 11 различных платформ, на которых торги продолжались. Поэтому эффект для финансовых рынков оказался минимальным, хотя репутации биржи, возможно, был нанесен некоторый ущерб. Сегодня, например, акции конкурента Нью-Йоркской фондовой биржи, биржи NASDAQ, повысились почти на 4%. Тоже о чем-то говорит, Юлия. Спасибо, Миша. Это был наш корреспондент Михаил Гудкин из Нью-Йоркской биржи. А у нас настало время передавать эфир коллегам в Праге. Катя. 16 американских сенаторов написали письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В нем они подчеркнули свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане. Несмотря на призывы международного сообщества, политзаключенные и узники совести в стране по-прежнему находятся за решеткой. Среди них и известная журналистка Хадиджа Исмайлова. О своей борьбе за освобождение политзаключенных в интервью нашей программе рассказал независимый журналист Эмин Мили. Многие мои друзья, включая Хадиджу Исмайлову, очень известную журналистку из Азербайджана, они в тюрьме. И я считаю своим моральным долгом продолжать эту борьбу. Полную версию интервью с Эмином Мили смотрите в воскресенье в программе «Настоящее время неделя» с моей коллегой Дарьей Соловьевой. Так называемая фабрика троллей в Санкт-Петербурге не сдается. Громкий судебный процесс с бывшей сотрудницей Людмилой Савчук еще не закончен, а юридическое лицо уже изменено. Куда переехали тролли, узнала Ксения Облес. Агентство интернет-исследований сменило обличие. Теперь питерские тролли скрываются под названием «Главсеть». Личина новая, да суть старая. На основных поисковиках работы уже появились объявления о наборе сотрудников. Требования те же. Написание текстов по техническому заданию, опыт работы не обязателен. Несколько дней назад представитель агентства интернет-исследований заявил журналистам, что сотрудников на Савушкина 55 больше нет. Сейчас сотрудников там нет? Конечно. Да понятия не умею. Увольняли их там, не увольняли. В искренности этих слов усомнилась Людмила Савчук. По ее словам, фабрика троллей по-прежнему функционирует. Своими глазами она видела все тех же людей у якобы бывшей троллиной пещеры и даже велосипеды на месте. Они весь интернет заполнили постами, комментариями, картинками на тему, что фабрика троллей закрывается или уже закрылась. То есть они пытаются ввести нас в заблуждение. А пока главсеть ищет новых сотрудников, агентство интернет-исследований проходит непростой период реорганизации. В конце мая в организации поменялся директор, и сейчас начата процедура очередной реорганизации в форме присоединения. Судебный процесс Людмилы Савчук против так называемой фабрики троллей еще не закончен. Следующее заседание назначено на 5 августа. Главсеть или интернет-исследование, как троллей не назови, а волшебным эльфом он все равно не станет. Ксения Облес, «Настоящее время», Санкт-Петербург. 8,5 лет за булочку с маком. Такой приговор вынес Воронежский суд в отношении местного предпринимателя. Он и его семья выпекали сдобу с использованием кондитерского мака для посетителей своего кафе. Госнаркоконтроль счел это занятие преступным. В результате 4 человека оказались за решеткой.
О булочках с маком Андрей Королев. Юрий Втулкин, брат осужденных Евгении и Марии Полухиных, ведет меня на кухню кафе «Очаг», где 5 лет назад его хозяин Александр Полухин пек злополучные булочки с маком. В разгар дня кафе пусто. Оно и раньше не пользовалось особой славой, теперь же, когда хозяин и родственницы получили реальные сроки, люди обходят заведение стороной. Могли бы, штраф наложить, что-то еще могли, сажать за такие, Маковое дело семьи Полухиных началось в 2010 году. До этого предприниматели содержали небольшое кафе на окраине Воронежа, где выпекали булочки с использованием так называемого кондитерского мака. Неприятности начались, когда главе семейства Александру Полухину предложили покровительство представителей местного криминалитета. По первоначальности они сказали 5 миллионов давайте, и никаких проблем не будет. Полухин отказался. За что этим уродам, бандитам давать 5 миллионов? Через некоторое время в очаг нагрянули сотрудники наркоконтроля. После ряда обысков им удалось обнаружить в гараже Александра Полухина около 4,5 тонн мака. Именно это обстоятельство и легло в основу обвинения. По логике следствия, мак-сырец закупался для смешивания его с опием и маковой соломкой. Суд посчитал, что этот весь мак предназначался для сбыта лицам наркозависимым. Я хотел бы отметить, 4,5 тонны. Вы представляете, что такое лицам сбыта для лиц наркозависимых? И все же Воронежскому суду показалось неочевидным, что закупка мака в промышленных объемах велась для применения его в кондитерском производстве. Судья Татьяна Лебедева не удовлетворила ни одного ходатайства защиты и изначально заняла обвинительную позицию, полагает адвокат и родственники осужденных. Зайдите в «Пятерочку», зайдите в другой магазин, сети большой, в «Карусель» даже. Этот же, такой же мак лежит, продается у них на полках. Все. О чем это говорит? А им этот мак продавать нельзя было. В данном судебном заседании происходит беспредел. Александр Полухин, не ставший выслушивать долгий монолог судьи Лебедевой, дал понять, что спустя 5 лет его борьба не закончена. Андрей Королев, «Настоящее время», Воронеж. Время передавать слово коллегам в США. Юля, эфир ваш. Спасибо, Катя. Самые знаменитые виски в США делают в штате Кентукки, но вискарни есть во всей стране. В Нью-Йорке местные производители открыли магазин, где продаются спиртные напитки, созданные из локальных ингредиентов. Наша съемочная группа посетила 2 вискарни. Их продукция обрела немало поклонников не только в самом городе, но и за его пределами. Основа любого коктейля – хорошее спиртное. Такое, как джин и ржаной виски производства Нью-Йоркской ликероводочной компании, говорит один из основателей компании Алан Кац. Наконец-то, спустя 80 лет после сухого закона, наши вкусовые рецепторы будут востребованы. Все потому, что Нью-Йорк позволил небольшим заводам не только работать, но и заниматься продажей своих напитков, а также организовывать дегустации. Нью-Йоркская ликероводочная компания, продающая теперь 10 тысяч ящиков в год, одна из 30 с лишних производителей спиртного. Хотя мелкие предприятия – это лишь 2% от общего объема спиртных напитков, сделанных в США, их присутствие на рынке увеличивается. В 2009-м таких маленьких компаний было 250, сегодня их уже 700. В совокупности небольшие винокуренные заводы в прошлом году получили доходов на $400 миллионов, по данным Совета производителей алкогольных напитков США. Для нас это абсолютный выигрыш, поскольку он позволяет нам выйти на рынок с более разумными ценами. Нью-Йоркскую рожь использовали для приготовления местного алкоголя веками, говорит главный мастер Билл Поттер. Старейшая вискарня, между прочим, была на Стейтед-Айленде в 1640 году. Винокуренный завод Брюкелен работает с местными фермерами, чтобы создать особый, присущий именно этому региону вкус. Лицензия, по которой работает Брюкелен и другие заводы, предусматривает, что в продукте нужно использовать не менее 71% местных зерновых. Мы работаем с одним и тем же фермером с тех пор, как начали производство, и сделали первую перегонку в 2010 году. Брэд Эстербрук говорит, что алкоголь, выпущенный мелкими партиями, пользуется успехом, поскольку покупателям важно происхождение напитка. Это часть того, что он называет ответным ударом по глобальной коммерциализации. Когда мы только начали, у нас был продукт лишь одного наименования. И да, мы здорово выросли с тех пор. Мы отправляем нашу продукцию в Европу, в Австралию. В июле мы впервые отправляем наш товар в Панаму. Как и в лучшем коктейле, все дело в правильно смешанных ингредиентах. В этом случае ингредиенты – это возможности финансирования, поддержка штата и мастерство.
И это все на сегодня. Спасибо, что вы были с нами. Благодарим наших коллег в Праге и прощаемся до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.